Привет, республика! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия 11». Каждый новый день неповторим. Вот и наши эфиры не похожи друг на друга. Сюжеты, эмоции и диалоги этого четверга не повторятся уже никогда. Так давайте же сделаем сегодня уникальным. Скоро приступим к реализации нашего плана, а пока анонс первой части программы. Военно-полевые сборы. Осваиваем военно-тактическую медицину. Пароль «Свой-чужой». Волонтеры Лиза Алерт учат безопасности. Крещение по коме. Из Удра вещает Генрих Немчинов. В поселке Нювчим Сыктывдинского района прошли военно-полевые сборы. Их организовал клуб «Веркань» в рамках проекта «Даже в малом быть профессионалом». В течение 2 дней представители казачества и других клубов патриотической направленности отрабатывали навыки работы с оружием, изучали тактическую медицину и учились взаимодействию в малых тактических группах. Участником событий стал и мой коллега Северин Арпа. В этот раз на площадку полевого центра «Северная Слобода» съехались представители военно-патриотических клубов и казачества из Воркуты, Усинска, Ухты, Сыктывкара, Кирова и Нижнего Новгорода. 2-дневные сборы предполагали насыщенную программу, поэтому сразу после традиционной молитвы приступили к отработке навыков обращения с оружием, передвижению и работе в двойках. По словам руководителя Центра военно-патриотического воспитания «Казачий разъезд» из Нижнего Новгорода, встречи такого формата должны проходить регулярно, и это важно в плане обмена опытом с подрастающим поколением. У нижегородцев в регионе военно-патриотическому воспитанию уделяют много внимания. Сам Сергей долгое время служил в коме, в спецназе и, переехав в другой город, решил заняться работой с детьми. Мы сюда приехали для того, чтобы получить новые какие-то знания. Может быть, мы что-то свое сюда сможем внести, для того, чтобы показать, что мы умеем, что мы не знаем взять от вас. Другой участник сборов из Ухты Илья Кузиванов. Он занимается военно-патриотической темой почти 5 лет. До этого были футбол и страйкбол. В этот раз он приехал в роли старшего инструктора, привез группу из 12 человек. Говорит, тоже необходим опыт для работы с детьми, и к тому же в армии такие тренировки точно пригодятся. Набираюсь опытом, чтобы в армии было легче, и если что, в будущем после армии обучать маленьких детей с младшего возраста. Обучаться всему этому. В первый же день сборов были занятия по тактике передвижения, обучению командам, которые передаются беззвучно только при помощи рук. Все, что у нас открытой ладонью, это не боевые команды. Все, что кулаком, это боевая команда. Еще один важный раздел, которому уделили несколько часов работы, это тактическая медицина. Здесь объяснили такие понятия, как эшелонирование медицинской помощи, проще говоря, где и какая аптечка должна находиться при полном снаряжении, как провести шкутирование самому себе и раненому товарищу. Все подкреплялось практикой. Второй день сборов. Работаем на объекте в Соколовке под Сыктывкаром. Отработка передвижений в группах, команды. Предстоит еще работа в здании по зачистке помещений. Этот день участники сборов работали на открытом воздухе, но несмотря на сырую и прохладную погоду, все выдержали испытания. На ногах провели почти 8 часов тренировочного процесса. Наших таких организаций, как мы, по стране очень много. И мы все объединены одной идеей, цель которой поднятие уровня национальной безопасности за счет проведения мероприятий по военной подготовке среди сознательных граждан России. Почетным гостем сборов стал глава республики Владимир Уйба. Он отметил важность той подготовки, которая ведется военно-патриотическими клубами региона, и выразил уверенность в общей победе. Я хочу искренне вам сказать, что сегодня любая тренировка – это ответ и поддержка. Поддержка наших ребят. Ребят, которые сегодня, сейчас ведут бой, к сожалению, погибают, но победа будет за нами. В этом году такие военно-полевые сборы стали вторыми по счету, и уже сейчас есть планы по организации новых. Они пройдут в июле.
С детства малышей учат слушаться взрослых, но в итоге получается, что любой взрослый может стать для ребенка непререкаемым авторитетом. Так делать не нужно. С самых ранних лет необходимо объяснять, что не все взрослые хорошие. Возможно, это знание когда-нибудь спасет малыша. Вот уже 5 лет в нашем регионе в поиске пропавших детей и взрослых помогают волонтеры общественного объединения добровольцев «Лиза Алерт». Кроме того, инструкторы «Лиза Алерт» ведут активную разъяснительную работу в детских садах и школах республики. Почему такая работа важна и нужна, расскажет Варвара Деревцова, исполняющая обязанности регионального представителя добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в республике Коми. Здравствуйте. Здравствуйте. 25 мая был Международный день пропавшего ребенка. И вот для вашей организации, которая названа в честь маленькой девочки Лизы Фомкиной, наверняка эта дата особенная. Да, конечно, этот день всегда для Лизы Алерт особенный. Вся Россия, регионы всей России готовятся к этому дню всегда по-особенному. Мы проводим различные акции, различные мероприятия, приуроченные данному дню. В этом году в Республике Коми мы проводили выставку рисунков на тему «Безопасное детство». Мы проводили различные мероприятия в Воркуте, в Сыктывкаре, посвященные также Международному дню. Мы проводили уроки безопасности. Инструкторы школы «Лиза Алерт» рассказывали деткам, что делать, если ты потерялся, кто такой незнакомец. В игровой форме, в интерактивной, в Кировском парке мы провели такое мероприятие. Всем очень понравилось. Детки были довольны, родители тоже. Также в библиотеках провели уроки безопасности и для родителей тоже. Ну, у нас только середина года, до 6-й месяц, и наверняка на предстоящее время то уже расписан какой-то план мероприятий. Конечно. Во-первых, заявок на уроки безопасности в школах и в детских садах огромное количество. То есть мы заявок получаем очень много. И инструкторов у нас не так много, добровольцев всегда нам не хватает. Конечно, уроки безопасности переносятся уже и на сентябрь месяц. Что касается добровольцев, вы очень много внимания уделяете профилактике различных происшествий. Ваши волонтеры ходят по школам, по детским садам, и вот предлагаю обозначить главные моменты, которые вы обсуждаете с подрастающим поколением. Да, в Лиза Алерт есть такое направление большое, называется «Школа Лиза Алерт». Это инструкторы, которых специально обучают проводить эти уроки безопасности для деток. Когда нам поступает заявка от воспитателя, от учителя, от родителей, неважно, мы приходим в детские сады, у нас есть специально построенная программа, так скажем. То есть мы рассказываем детям уроки безопасности. То есть как себя правильно вести в незнакомых местах, что делать, если ты потерялся, как не потеряться, у кого можно попросить помощи. То есть мы их называем безвредные советы. Это такие советы, которыми можно воспользоваться. Это все просто. То есть эти правила, они просты. Их легко запомнить, их должен знать каждый. Мы пытаемся деткам каждый раз напоминать об этих правилах. Согласна абсолютно с тем, что знать их должен каждый, и наверняка некоторые взрослые не осведомлены в этом. И нужно ли родителям, возможно, посещать эти уроки вместе со своими детьми? Конечно, для родителей такие уроки так же важны, как и для детей. Спасибо большое вам за эту беседу. Желаем вам удачи и еще больше полезных и интересных встреч с детьми. Спасибо. В старину семьи коми-крестьян были большими. Иметь 5-8 детей считалось нормой. Конечно, родители желали, чтобы дети росли здоровыми, поэтому еще до родов беременную женщину оберегали. Но не столько от тяжелой работы, сколько от сглаза и порчи. Чаще всего женщины рожали детей в бане, которая, по поверьям коми, находилась на границе мира живых и мира предков. И в силу этого служила своего рода домашним святилищем. Продолжит тему этноблогер Генрих Немчинов. В коми-языке обряд крещения переводится пыртом, пырчем. Можно сказать, введение человека в веру. Среди коми-старообрядцев кок ясмышкины, омовение ног. В ходе крещения священник или пыртыш давали ребенку имя по святцам. Если младенец нарекался именем сразу после его рождения, ребенок впоследствии имел два имени. Первое, данное родителями, и второе, полученное в ходе крещения. Если не было возможности принести младенца в храм, старались приглашать священника в дом. Либо крещение проводили пожилые вдовы, либо незамужние, хорошо знающие тексты молитв. Некоторые отмечают, что совершать крещение могла только женщина после 30 лет вдовства. Крещение совершалось над новорожденным на 3-й или 8-й день. Крестили утром или днем. Запрещалось вечером. В непосредственном обряде крещения принимали участие только 3 человека: пыртыш, вежань
или Вежай. Для мальчиков выбираются крестный и крестная, Вежай и Вежань. Для девочек только крестная. Мать ребенка не может там находиться, так как после родов считалась нечистой до очистительной молитвы, 40-й день после родов. Эта нечистота до некоторой степени распространяется и на отца, поскольку таинство крещения считается духовным рождением человека, то и кровный отец должен уступить место духовному. А вот это чинаданы. Сначала освещалась емкость для крещения и одежда ребенка, рубашка, нательный крест и пояс. Пыртыч брал младенца из рук крестного, произносил необходимые молитвы. Крещается раб Божий Алексей во имя Отца, Сына. И зажав ребенку нос, глаза и уши, троекратно погружал его в воду с головой. Лицо окрещаемого при совершении обряда должно было быть обращено на восток, поскольку на востоке Господь живет. Ребенка кладут на чистое полотенце. Вежань или Вежай завязывает на ребенке пернапас, нательный крест. Ванди, нательный пояс, пернянь-дарем, специальную холщовую рубашку, шитую крестной по старинному покрою. После этого крестный с ребенком на руках 3 раза обходил купель по солнцу. А Пыртыч-баб при этом читает молитву. Вежай собирал с накрытого обеденного стола понемногу со всех блюд. Смешивал все в одной посудине с водой, вином, суром и квасом и подавал отцу крещенного младенца. Отец произносил молитву и съедал приготовленное кушанье за здоровье своего ребенка. После этого начиналась общая семейная трапеза с участием гостей. Мы подошли к экватору нашей программы. Пока берем небольшую паузу, но совсем скоро вернемся на экраны, чтобы продолжить вас баловать информацией со знаком «плюс». Не переключайтесь. И снова здравствуйте! Это студия 11, и мы вернулись на ваши экраны, чтобы дарить вам положительные эмоции. Чем будет богата вторая часть нашей программы, узнаем из анонса. Род Жаковых. Музеи Сыктывдина получили большой подарок. Кто, если не мы? Союз коми-молодежи запустил суперкастинг. Коко Шанель рекомендует. Жемчужная нить, не потерявшая свою актуальность сквозь года. Музеи Сыктывдина получили в подарок часть большого наследия Евгения Кириченко из известного рода Жаковых, параллельной ветви Зырянского Ломоносова Калистрата Жакова. Член Российской академии архитектуры и строительных наук, искусствовед Евгения Ивановна Кириченко работала в Москве, но до самых последних дней жизни, а прожила на 90 лет, сохраняла и коми-язык, и фотографии, и вещи, которые ее бабушка вывезла из села Выльгард. Сейчас эти предметы можно увидеть на выставке в Музее истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой. Студия 11 подробнее. Вместе с директором музеев Сыктывдина Владимиром Муравьевым мы рассматриваем родословную Жаковых. Это ветвь Зырянского Ломоносова. И Василий. И вот от Василия пошли веточки Сидор, от Сидора Анна, от Анны Фалалей. И вот Калистрат. Смотрим другую ветвь. Василий, Харитон, Алексей, Иван, Ареф. Видите, здесь нету веточки. И вот эта веточка как раз Анна Арефьевна. Дважды академик Евгения Кириченко, вот ее книги по истории архитектуры, внучка Анны Арефьевны и Ивана Прокопьевича. Их деревянный дом сохранился в Сыктывкарском Давпане до сих пор. После здесь находилась начальная школа, сейчас постройка в частных руках. Друзья ученого, две Татьяны, Шестакова и Чепчугова, приехали в конце мая из Москвы в столицу Коми, чтобы передать часть наследия Жаковых музею и посмотреть родовой дом. Побывали в Давпанской начальной школе. Вот до Давпанской начальной школы там был дом вот Ивана Прокопьевича и Анны Арефьевны, получается. И вот мы выполнили последнюю волю Евгении Ивановны Кириченко. В 1939-м семья попала под молот политических репрессий. Деда Ивана Прокопьевича отправили на поселение. Бабушка Анна Арефьевна уехала к дочери Марии на Украину, а потом в Москву. Увезла сундук, вышитые полотенца, туис. В семье часто говорили на коми. Язык выучила и маленькая внучка Женечка. Бабушка, в свою очередь, освоила русский. Вот она на фотографии читает газету «Правда». В
Все эти снимки и вещи хранились в московской квартире Кириченко. Год назад в возрасте 90 лет Евгения Ивановна ушла из жизни, и ее подруги начали разбирать архив и библиотеку ученого. Осталось на антресолях большой сундук, еще там короб был, еще что-то такое. Я оттуда выгребла старые валенки дедушкины. Дедушка подшивал валенки, ремонтировал обувь Женечки, которые на ней летели просто, потому что она много бегала. Ну вот такие вот вышивки. Вот видите, какую я нашла уже в этот раз. Вот этот вот полотенечко такое. Вещи, когда-то вывезенные из Коми, вернулись на родину. Уже известно, что клуб ученых «Друзей музеев Сыктывдина» решил организовать биеннале в память о Евгении Кириченко. А краеведы и московские гости Татьяна Шестакова и Татьяна Чепчугова предлагают сохранить этот дом в Сыктывкаре и открыть там экспозицию об известном роде Жаковых. Тем более в России нет ни одного музея мыслителя и писателя Каллистрата Жакова. Сейчас инициативная группа готовит обращение к руководству республики. Лето – это отличная возможность достать из шкафа скейт из молодости или давно забытые ролики, а после пойти покорять улицы республики. Самое главное – адекватно оценивать свои силы и не претендовать на звание самого крутого экстремала. Так что да, друзья, не повторяйте трюк из следующего видео. Не зря говорят, что животные похожи на своих хозяев. Следующий ролик – наглядный тому пример. Кто, если не мы? По таким девизам живет Союз коми-молодежи МИ. Совсем недавно активисты взяли грант президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Коми. Современная музыка». В чем его цель и как присоединиться к проекту, расскажет председатель Союза Светлана Макарова. Привет, Свет. Привет. Расскажи, пожалуйста, для начала о гранте. В чем его суть? Суть. Мы будем записывать 50 новых коми современных треков. Мы взяли сумму почти на 1 миллион и на проведение 2 этновечеринок. То есть это будут такие как итоговые мероприятия всех этих записей. И мне кажется, что это важно для коми-культуры, потому что мало чего создается. Ну, конечно, популяризация очень важна. А кому принадлежит идея такого проекта? Наверное, мне. Но хочу тут просто сказать, что без команды всего этого бы не было. Команда — это вообще большая любовь, это то, что двигает. И, конечно, просто как это вообще получилось? Это год назад было, когда я сказала, мне очень хочется, чтобы у нас в Республике Коми была своя студия звукозаписи, где бы мы могли записывать подкасты, озвучку мультфильмов, там, на коми-языке, записывать песни. Но для того, чтобы взять грант на студию звукозаписи, нам надо показать, что мы что-то можем делать. И поэтому вот мы записали тогда первый трек «Гажевой», и вот как-то все поехало. Мы в прошлом году писали грант на музыку, мы его не выиграли, какие-то я ошибки там сделала. А потом подумали, что ничего страшного, надо подавать еще. Все получилось в этом году. Грант. Сумма не маленькая. 1 миллион рублей. На что планируете потратить эти средства? 1 миллион – это 50 коми-песен, это зарплата команде, это проведение 2 этновечеринок. Но хочу сказать, зарплата – это на самом деле это волонтерская работа, потому что зарплата – это такая… условная. Да. Но в следующий раз мы сделаем по-другому, потому что это большая работа, которая делается, и хочется, чтобы люди получали в том числе какое-то материальное поощрение, не только эмоциональное. И сейчас проходит активно кастинг. Вы набираете только исполнителей, но, возможно, еще и авторов. У нас авторы есть, с удовольствием мы возьмем еще новых, потому что коми-авторов немного. И, конечно, хочется, чтобы телезрители, они принимали тоже участие в кастинге. До 20 июня можно подать заявку, нужно выложить видео на своей странице, где вы поете, играете. И 30 июня мы объявим победителей кастинга.
хочется, чтобы было много участников. А принять участие может любой, например, любитель, не обязательно быть профессиональным певцом. Шансы есть? Не обязательно. Мне вообще, знаешь, кажется, что самородков очень много в Республике Коми. Вот хочется их выявить. Поэтому мы развесили афиши в деревнях, поэтому мы отправляем рекламу в поселки, потому что по-честному, в Сыктывкаре же есть возможность у людей записывать это все. А в деревнях у детей такой возможности меньше. Поэтому это мой незакрытый гештальт просто из-за того, что я в деревне родилась. Я знаю, что там меньше возможностей. Мне хочется, чтобы деревенских детей было больше в кастинге. А талантов там очень много. Очень. Да, и тут не надо думать о том, что если вы не знаете нот, то вы не можете участвовать. Самое важное – это чувствование музыки. Если что, мы все поможем. У нас есть люди, которые смогут поставить голос или еще что-то, что вам нужно. Психологическая поддержка, конечно же. Здорово, здорово. Света, спасибо большое, что пришла к нам сегодня в гости. Желаем вам удачи с реализацией проекта. Ну и будем ждать интересных, а главное, красивых голосов с разных районов республики. Да, спасибо большое. Уникальное творение природы. Форму ему придает сама водная стихия. Это и о жемчуге. Каждый из камней неповторим, по-своему очарователен и совершенен. Своей простотой и изысканностью жемчуг покорил Коко Шанель. В одной из версий говорится, что самое первое ожерелье из минералов ей привез великий князь Дмитрий Павлович Романов. Хотя точных исторических сведений на этот счет найти сейчас крайне трудно. Украшение актуально до сих пор, а как его правильно носить, узнаем из нашего следующего материала. Говорят, что жемчуг старит. Я в корне не согласна с этим высказыванием, потому что носить жемчуг нужно актуально и современно. Научу вас, как это делается. Если у вас есть, а есть у всех, вот такая нитка жемчуга, это может быть круглый ровный жемчуг, может быть вот такой барочный. Не носите его комплектами. То есть, если у нас на шее вот такая нитка жемчуга, в ушах пусеты из жемчуга, мы можем еще надеть кольцо из жемчуга и браслет из жемчуга, плюс 25 лет вашему образу обеспечено. Давайте будем учиться носить жемчуг актуально и современно. Как? Сверху начнем. Если на вас пусеты из жемчуга, то мы надеваем простую базовую цепь. А хочется вам еще жемчуга? Пожалуйста, мы добавим сюда подвеску из жемчуга. Можем надеть браслет из жемчуга к этому же образу. Жемчуга в образе немного. Если у нас чокер из жемчуга, мы можем к нему добавить вместе, носим вместе цепь из жемчуга. Что нам мешает сюда повесить подвеску из жемчуга? Это уже современное ношение. Но при этом в ушах у нас могут быть базовые сережки, не пусеты из жемчуга, а любые базовые серьги. Простые, лаконичные, какого-то одного металла. Как еще можно носить жемчуг современно? Вот в таких вариантах. Жемчужная нить, у нее есть подвес в виде лунницы. И это уже современный вариант. Тут возможна трансформация. Как? Хочется вам перевернуть, чтобы у вас была только нить жемчуга. Пожалуйста, вы отстегиваете подвеску, переворачиваете, и у вас получится просто нить жемчуга. Но мы же можем еще осовременить даже такой современный вид жемчуга. Мы добавим еще одну подвеску и носим вот так. Скажем, здесь у нас лунница, а здесь у нас геометрия. Что при этом в ушах? Опять же, совершенно базовые сережки. Не жемчуг, базовые серьги. То есть, какой вывод можем сделать? Жемчуг у вас в образе максимум может быть один. Вот к этому одному жемчугу добавляете базу в ушки, и базу на пальчик, и базу на ручку. Но жемчуг остался один. Не носим жемчуг комплектами, разбиваем все комплекты на составляющие части. Это актуально и современно, и скинет вам возраст. На этом у меня все. В эфире была программа «Студия 11». Улыбайтесь чаще, радуйтесь жизни и не теряйте время напрасно. Приятно было повидаться. Всем пока!